когда аплодируют счастье. В литературном музее имени Константина Иванова открылась выставка, посвященная 85-летию поэта, писателя, педагога, философа, общественного деятеля Анатолия Ильича Кибеч. Коллеги, друзья, родные и близкие поздравили его с почетным юбилеем. Сердечно поздравляю вас с юбилеем. От всей души желаю вам крепкого здоровья, активного долголетия, солнечного настроения, неиссякаемой созидательной энергии, новых творческих взлетов, успешного воплощения намеченных планов, благополучия и всего самого доброго. С уважением, сенатор Российской Федерации Николай Васильевич Федоров. Принято в Самаре из Чебоксар, дядя Анатолий Ильич. Узелим телеграмму. На имя директора Канашской студии телевидения Владимира Тимофеева пришло приглашение на празднование значимой даты сына канашского Анатолия Кибеч. Владимир Александрович вместе со съемочной группой сердечно поздравил земляка с 85-летним юбилеем. Он вносит в развитие подрастающего поколения, в общественной жизни очень много сил и энергии он выкладывает, и в то же время есть пример для подражания, хотя и мы молодые пенсионеры, но не надо унывать, а жизнь продолжается, надо двигаться вперед, надо созидать, надо творить и все, что создано, передавать подрастающему поколению. Друзья Анатолия Ильича и весь чувашский народ высоко ценят его творчество, значимость перед людьми, благодарят за вклад и развитие чувашского языка и литературы. 30 лет тому назад мне посчастливилось познакомиться с Анатолием Ильичем. И этот день изменил не просто мой мир, мой взгляд на чувашский народ, на чувашский язык, на чувашские песни и музыку. Я счастлив тем, что он учил и воспитывал наше поколение, чтобы любить чувашский народ, уважать чувашский народ через песню, музыку, поэзию, через чувашскую литературу. Я очень благодарен вам, как своего учителя, и хочу сегодня в этот прекрасный день, чтобы в таком прекрасном, здравом, как говорится, уме, как вы говорите, трезвой памяти, это ваши слова, которые, чтобы вы сохранили это еще на долгие-долгие годы, и пользуясь возможностью, как помощник депутата Госдумы Аксакова, который поручил мне вручить и зачитать благодарственное письмо народному писателю, заслуженному работнику культуры и члену Союза писателей, народному академику Чувашской Республики за большой вклад в развитие отечественной национальной литературы, чувашской культуры и многолетнюю плодотворную работу в системе образования Чувашской Республики. Выражаю вам большую благодарность как высококвалифицированному специалисту, инициативному и активному участвующему в научной общественной жизни Чувашской Республики, автору более 100 научных работ, более 200 статей, романов и многих популярных песен. В этом наша сила, энергия и будущее. Желаю вам крепкого здоровья, успехов во всех добрых делах и начинаниях. С уважением, депутат Государственной Думы, председатель комитета Анатолий Аксаков. Разрешите вам вручить. Ну и, пользуясь случаем, так как я возглавляю ассоциацию Севастополя, Крым, Чувашия, а здесь даже стенд есть, где Анатолий Ильич также принимал активное участие на территории Севастополя, когда мы проводили все чувашские акатуи. И мне разрешите также вручить вот это поздравительное письмо ассоциации, это Чебоксары, Крым и Севастополь. Значит, я не буду зачитывать, здесь самые добрые пожелания за тот вклад, который он внес в развитие между Чувашией, Крымского полуострова и с нашим коренным населением. И еще раз хочу сегодня сказать, пока вы живы, пока мы рядом с вами, мы будем учиться от вас и делать все для того, чтобы чувашский народ был богаче всесторонне. Здоровья вам!
конечно, развивая мысль о том, что общественное лицо есть у человека. Есть масса людей, которые являются министрами, может быть, они были в управлении, но нет общественного лица. У Анатолия Ильича есть всегда общественное лицо. Вот с понедельника начнется Кубок Дружбы главы города, так он называется, города Чебоксары. Основателем являлся, конечно же, Анатолий Ильич, инициатором создания этого кубка и Кубка Дружбы Анатолий Ильич Кибеч. Между землячествами это явление, оно есть только в Чувашской республике, выдающееся, собственно, явление. И здесь сейчас находится Ирина Всеволодовна. Вместе им удалось и сохранить еще и ТЮЗ, театр юного зрителя. Сейчас это уже дворец творчества. Пожалуйста, Ирина Всеволодовна, пару слов. Анатолий Ильич, дорогой, я также рада присоединиться ко всем поздравлениям. Дело в том, что вы действительно достойный представитель чувашского народа. Очень многое сделали для культуры чувашской нашей республики. Но, конечно, очень много сделали и для города Чебоксары, потому что были и депутатом городского собрания депутатов, и много сил вложили в развитие культуры города Чебоксары. Любите город Чебоксары, много ваших стихов, песен. И поэтому я также от всей души, от всего сердца рада вас поздравить, пожелать вам крепкого здоровья, чтобы вы точно так же представляли нашу Чувашскую республику, наш город Чебоксары с любовью к чувашскому языку, к культуре чувашского народа, чтобы это как можно дольше сохранялось вот именно от такого прекрасного человека, как вы. Спасибо. Я много ваших книг прочитала, поэтому я думаю, что мы должны все быть в нашей культуре, все это должны оставить нашим детям, чтобы они тоже любили также чувашскую родину, как и вы сам. Ну и, конечно, мы живем в России, мы любим все Россию. А я, в свою очередь, вам выражаю сердечную благодарность за то, что нашему театру юного зрителя, старейшему в Российской Федерации, вам удалось определить хорошее место. Теперь театр наш процветает. Здание было на бюджете города, как-то по недоразумению так сделали. И трудно было перевести на республиканское значение. Вот тут Ирина Всеволодовна приложила свои руки, и так получилось, вопрос решен. Они вам очень благодарны. Спасибо. Анатолий Ильич, я поэтому, это от всех от нашего землячества подарок. Любим, ценим, желаем здоровья. Ну, где тут стареть невозможно? Какие у нас красавицы, канашцы, вот видите ли. Анатолий Ильич – заслуженный работник культуры Чувашской АССР, народный писатель Чувашии. Народ чувашский присвоил его произведениям наивысшее звание – народные песни. А его песня «Светлый город Чебоксары» на чувашском языке стала гимном столицы нашей республики. К Анатолию Кибеч обращаются многие композиторы и певцы. Его музыкальное образование помогает придать песням особое звучание. Его стихи легко складываются в музыку. Многие песни чувашских исполнителей написаны на стихах Анатолия Ильича. В первую очередь, Анатолий Ильич, я разделяю с вами ваши переживания, подготовка к этому большому юбилею. Представляю очень, что вот наверняка неделю уже не спали, думали об этом, как провести.
Ну, большое вам спасибо, все же вот так вот решили отметить ваш 85-летний юбилей. Это очень хороший возраст. Маразм прошел, а дурость прошел, маразм еще не наступил. Это... Я вот удивляюсь, как можно в одном человеке это все собрать, такой вот глыбу эту. И ум, и спортивное, там, и кругозор, все в одном лице. Это. Действительно, такие люди, наверное, рождаются в столетии один раз, но все равно он личность остается личным. Вашего второго там человека не будет. Это турист, он ежегодно совершает далекие. Он недавно был во Владивостоке, останавливаясь во всех крупных городах. А Владивосток для меня родной город. На Русском острове я присягу принял, Владивосток родной город. Вот он сказал, из всех городов ему больше всего понравился Владивосток. Я тогда был салажанник. Это верно. Ну, я знаю, что вот в морфлоте служит, в Тихоокеанском флоте, я в Северном флоте. Мы друг друга поздравляем. В этом году я в Мурманск ездил, хотел в Североморск попасть, но не получилось, потому что город закрыт. Да, тебя нами не пустили. Да, не пустили. Так. Ну что, сегодняшний день, Анатолий Ильич, у вас все есть. У вас все есть. Мы желаем тебе крепкого здоровья вам, самим, всем твоим близким, родным. И на долгие-долгие годы. Я вас очень поздравляю, уважаю. Анатолий Кибеч долгое время занимался научной и педагогической деятельностью, преподавал педагогику, философию, эстетику в вузах Чувашии. У него много книг, где он восхваляет родную землю, родной край, свою малую родину Канашский район, чувашский народ. Его патриотические произведения находят отклик и у молодого поколения нашей республики. От всех родственников, от всей души поздравляем вас с юбилеем. Мы вас очень-очень любим. Мы очень-очень гордимся вами, следим за вашими успехами, читаем ваши книги, распространяем ваши книги. Мы очень-очень гордимся каждой вашей литературной победой. И я хочу сказать вам, здесь очень много всего говорили хорошего. Конечно, мы присоединяемся к самым лучшим и самым правильным, и самым красивым пожеланиям, которые уже сказали. Но от всей души мы желаем вам, прежде всего, крепкого здоровья на долгие-долгие годы. И еще мы желаем вам новых творческих успехов, новых и новых достижений, новых и новых побед, новых и новых высот. И мы рады будем гордиться всеми ими долго-долго, всегда-всегда, бесконечно. Это, Олечка, ты из Чекалаприк смог на ВК? Скажи. Да, присоединяюсь к словам. Очень-очень любим, очень-очень гордимся. И всегда-всегда будем гордиться, да? И вот будем ждать этих новых успехов. Вот, и передаем книги подрастающему поколению тоже, для того, чтобы они тоже гордились вашим творчеством. Любили свою родину. Поздравлений было много. В ходе мероприятия не умолкал телефон Анатолия Ильича. Поздравления поступали из разных городов и регионов со всей страны. Гости праздника с удовольствием посетили выставку, ознакомились со значимыми моментами личной жизни писателя. Желаем вам, Анатолий Ильич, доброго здоровья, благополучия, дальнейших творческих побед. Let's go.
Владислав Васильев, Литературный музей, город Чебоксары.